Сегодня у меня в гостях член волостного собрания города Йыхвы и успешный предприниматель Алан Мент. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вас тоже. Алан, вы очень известный предприниматель в Идавирма, и казалось бы, что вас должны пресса и власть любить и уважать. Почему в жизни все наоборот? В жизни все наоборот, из-за этого, что очень много людского зависти. И кто что-то делает, это всегда кого-то мешает, кого-то раздражает. И, конечно, очень много то, что я давно в Болигоку, и многие думают, что я оттуда какие-то льготы получаю и так далее. Но это на самом деле так. Это, наоборот, довольно часто мешает. И еще журналисты у нас очень многие вещи не идут вглубь, не знают, и я не желаю их посвятить свои дела, и поэтому они меня особенно и не любят. Они на поверхностном уровне? Очень на поверхностном уровне берутся вещи. Это очень большая проблема журналистики вообще в последнее время. Но вы об этом переживаете? Нет. Спокойно. Это если начинать за эти вещи все переживать, тогда, если в жизни начинать всего бояться и переживать, тогда ни к чему жить. А в йыхвинской политике происходят постоянные изменения. Как вы лично к этому относитесь и, на ваш взгляд, почему это происходит? Вопрос очень простой. Последние 1,5-2 года в основном-то шло дело вокруг одного человека, который не справлялся со своими обязанностями и любыми путями хотел остаться у власти. И от этого и шли эти недоверия и так далее. И могу спокойно сказать, это Макс Кауэр, вокруг него это все и было. Человек не на своем месте, не умел делать, кроме фанфаров. То есть на сегодняшний день ситуация улучшилась. Вы сами как ее оцениваете? Я думаю, что улучшилось в этом плане, что новый мэр и новые заместители мэра активные, быстро захватились за вопросы и так далее, и так далее. Я надеюсь, что это нам на пользу. Вопрос Ледового холла уже как старый анекдот. Вы именно тот человек, который может ответить на него, будет ли все-таки в городе Я Ледовый холл? могу сказать это, что у меня проект готов. И я дал разрешение, то есть, чтобы выдали условия на проектирование в этом году, в феврале месяце. И власть Макса Кауэра не выдал. И до сих пор мне это не выдали. И, в принципе, из-за меня ничего не стоит. Стоит это все за властью. Но какие ваши личные прогнозы? Все-таки... Этот объект сам по себе строится 6, 7, 8 месяцев. Если подготовка будет сделана, тогда стройка 7-8 месяцев. Я вижу, что если нынешняя власть относится к этим вещам позитивно, положительно, тогда разрешение вещи год-полтора, и это у нас будет стоять. Но пока еще эта тема не обсуждалась? Эта тема Коруправе несколько раз обсуждали. Просто сейчас идет обсуждение, в каком месте его делать. Еще неизвестно. Есть два варианта, которые есть одно проекта преимущество, есть и другое преимущество. И поэтому этот вопрос еще не решен у власти. А так-то они очень позитивно сейчас. А можете ли вы сказать, какие именно это места? Одно место рядом с Павлигескусе, другое место рядом с футбольным стадионом. Предполагается сейчас футбольный стадион, чтобы спортивный комплекс был все вместе. Там будет этот перспективный холл футбола, тогда можно там, соответственно, делать и все эти другие помещения, которые обслуживают, там душевые, соответственно, тренерские эти кабинеты и большие парковки. Поэтому сейчас рассматривается это место. А это зависит напрямую от мэра города? Кто даст... Как власть решение принимает, должны голосовать волей Богу. Если они видят, что этот вариант подойдет им,
тогда... Мгм. Алан, как вы относитесь к перебежчикам, которые были с вами, а потом перебежали или ушли из вашей коалиции? Ну, перебежчик это, скажем, во время войны было это очень жестко. Да. Политики перебежчик всегда были. Но плохо то, что если люди о чем-то договариваются, и после этого делают какие-то, перейдут, вот это уже Меняют свою нормально точку не зрения. воспринимается. Потому что коалиция или оппозиция вещи договариваются, и есть определенные рамки, которые вы вместе договорились, что постараемся так идти. Мгм. Если эти условия выполнены, тогда я эти перебежчиков не понимаю. Эти люди в политике долго не продержатся, и ничего положительного там нету. Но это частое явление. Скажем так, это не такое часто, но есть некоторые люди, которые не уверены вообще в себе и боятся своей тени. И поэтому они такие поступки А делают. как такие люди могут вообще быть у власти? А что поделаешь? Человек, это же демократия, Люди выбирает, люди выбирают. Этих- Несмотря на круговорот в политике, Йыхве развивается заметнее других городов и Давирума. Постоянно открываются новые объекты, как стадион русской гимназии, музыкальная площадь, проекты променада, обновляются дороги в Йыхве, строится новая эстонская основная школа. Может, это идет на пользу Йыхве, как раз таки все вот эти изменения? Эти вещи, конечно, идут на пользу. Но тут надо учесть то, что эти вещи в основном приготовлены уже 4 года назад, 8 лет назад некоторые проекты. А все эти объекты, скажем так, заканчиваются. А что дальше? Их и готов? Нет. И тут и задается вопрос, что предыдущий мэр, который сейчас был, следующих объектов у нас не предвидится. То есть все уже заранее было глубже. Это было глубже уже приготовлено, этот проект. Это некоторые проекты еще должны были уже готовы быть. То есть от конкретных людей, которые Очень много стоят зависит, у очень много власти, зависит. Ну а что вот лично, на ваш взгляд, в Йыхве неправильно? Что бы вы сделали по-другому, если бы это зависело напрямую от вас? По-моему, слишком медленно идет все, что касается развитием, предпринимательством и так далее, далее. Любое самоуправление и основа предпринимательства. Чем больше предпринимателей, тем больше людей вокруг задействовано в этом городе или регионе. Это, соответственно, доходная база у самоуправления и так далее. Вот это у нас слишком мало развито. То есть даже не развито, а слишком медленно этим занимаются. Всякие вещи должны делать гораздо быстрее. Но мы можем тоже парк, например, принять. Там второй этап деталь планировки не могут вывести в Волейгогу, хотя проблем нету. Они не могут некоторые объекты там строить, пока не будет планировка принята. Ну, так, наверное, во многих городах, и не только Эстонии. Или вы думаете, что вот в Йыхве какая-то вот такая особенная ситуация, где кто-то является таким тормозом неким? Скажем так, вещь можно делать, скажем, планировку можно делать за полгода, за 1,5 года, за 3 года. Все планировать заранее. Да. И в этом плане не надо бояться, скажем так, давать разрешение, делать планировки, вещи и так далее. Вот это развитие перспективное. Мгм. Если То есть- эти вещи не делаются, экономики не будет, города скоро не будет. То есть сами организационные моменты не Организационные очень моменты идеальны самоуправления. в нашем городе. Да. Мгм. Организационные. Вы были руководителем многих проектов в Идавирума, а можете назвать самые крупные, где вы участвовали, и как вы думаете, сколько рабочих мест создалось через эти проекты? Ну, скажем, самое мое большое последнее детище – это Баргиёскус. Там работает сейчас около 300 человек. Это люди также из других городов приехали сюда? Или Там вернулись из Котлярва, и из Силаме работают люди, там и многие? Йофи работают люди.
Ну, в общем-то, не могу сказать там точные цифры, но многие объекты, что я строил, но, я думаю, 500-600 мест за это время я создал. Мгм. Расскажите, почему вы вернулись в политику, зная, что всех политиков постоянно поливают грязью? А тут же вопрос очень простой. Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой каждый день. Да? Но бизнес и политика все-таки это абсолютно разные вещи, или все-таки они взаимосвязаны? Нет, скажем так, они не самовязаны, а вот в этом плане, что, как я предыдущий сказал, что очень много у нас в Олигоку идут люди, которые не понимают экономики, не понимают, откуда идут деньги, как формируются бюджеты. И в этом плане принцип, я считаю, что надо постараться высказать и при этом формировании таких вещей свой голос все-таки, чтобы не было дела на глупости. Но Пример. чтобы стать политиком, как на ваш взгляд, нужно ли иметь математический склад ума или не обязательно? Ну, люди очень разные. Не всем надо быть математический класс. А, например, кто-то в социальной сфере очень сильный. Но даже Принцип там нужно думать на несколько ходов вперед и просчитывать. согласен. Но в Олигогу должны разные быть люди, которые разбираются и в социальной сфере, кто в образовании, кто там. И чем больше вот разных мнений, это, в принципе, в Олигогу очень хорошо. Но очень много людей попадают, которые не умеют даже своего мнения формировать. И это политики, местная политика очень большая. А можете ли вы прокомментировать последние события, связанные с русской основной школой? Ну, это, конечно, вообще ситуация очень смешная, потому что это вообще, что там творится, это неправильно, потому что это чисто атака политическая против директора. Эти люди, которые так называются родственники или директора, они были согласованы с мэрами, перед этим, как их взяли на работу. Это, во-первых. Во-вторых, они не прямые подчиненные директору. Закон это позволяет. Это что сейчас творится, это чисто политическая атака, чтобы вывести человека из себя и его клеветать. Это вообще неправильно и очень некорректно. Это было довольно редко. Была все-таки какая-то политкорректность. Но это ушло последние 3-4 года. Ушло. И вот это, что мне политики не нравится, что идут на личности и так далее, что все-таки должен быть идеи, договоренности, вот, видеть, что, например, строим эту дорогу или делаем вот этот объект, там, а не то, что на личности такие. А есть ли какая-то возможность восстановить справедливость? Ну, не знаю в этом плане, что в принципе... Кто-то пытается что-то сделать, чтобы восстановить? Ну, мое мнение вообще на это, что люди, которые других вот на личности идут и начинают там обижать, тогда нету смысла на них вообще внимания обращать. Чем меньше ты на этих людей внимания обращаешь, тем быстрее эта тема уйдет, и не надо давать вообще огласности таким. Но безразличие и равнодушие может привести к тому, что эти ситуации будут повторяться и повторяться. Но, скажем так, эти могут повторяться, но тема как таковая не повторится. Не повторится в этом плане, что нормальные люди видят, что за ним ничего не стоит. Лично вам опыт и практика в предпринимательской деятельности помогли как-то освоиться лучше в политике? Бизнес всегда должен уметь вести переговоры. И всегда имеется там, должен договориться. Это значит, должен дойти до какого-то общего пункта, который устраивает обеих сторон. Ну, то же самое и в политике. То в политике, да.
Но бизнес чуть в этом плане, как и люди там договариваются, так в основном и делают. Но политики иногда, говорю, люди своей тени боятся и Говорят могут, одно, говорят в одно результате. и могут от соглашения уйти. Бизнес это гораздо труднее, потому что раз уйдешь, два уйдешь, третий раз с тобой уже говорить не будут. Да. Алан, вы руководите спортивной комиссией волостного собрания. Сейчас готовится новый бюджет. Какие крупные спортивные мероприятия планируются в Ихве на следующий год? Но на следующий год мы хотим планировать пару мероприятий, но никто не может сказать, вообще это получается или нет. В В связи связи с с этим, пандемией? я с этим ковидом мы не знаем, что получится, но у нас есть ИРФИ, очень хорошее мероприятие, это ИРФИ Рафайокс, который известный в Эстонии, и мы хотим это в этот год очень сильно, то есть следующий бюджетный год его поддержать, чтобы это был таким первым мероприятием. Тогда всякие эти поменьше спортивные футбольные мероприятия, баскетбольные мероприятия, где задействовано очень много детей. Вот такие проекты хотим поддерживать. Вот вы сейчас заговорили про Рахва Йокс. Да. А вы сами бы участвовали в этом мероприятии? Или, может, ваши дети? У меня дети могут участвовать, но я, к сожалению, не в такой форме, чтобы бегать. Мне нравятся другие виды спорта. Да. А какие виды спорта? Но я хожу в зал. Тогда я раз в неделю постараюсь в бокс ходить. И вот такие, скажем, мне наиболее, скажем, единоборственные вот такие вещи нравятся. Расскажите немножко о своих детях, чем они увлекаются. Связаны ли они также с бизнесом или, может, тоже занимают какие-то государственные должности в структурах? У меня, скажем, 4 детей. И самая старшая, она, в принципе, сейчас преподает в школе русский язык ЕФИ. Она, в принципе, живет в Тарту, но закончила этот õigusteaduskonda. И следующий в университете технические вещи учатся, а 2 младших в гимназии. Занимаются они все спортом в этом плане, и я очень рад, что у меня дети, и чтобы с ними все в порядке. Но они не все живут в Ихве, да? ЕФИ, скажем так, 2. Один Таллин, один Тарту. Угу. А вы в будущем видите свою жизнь в Ихве? Я в этом плане с этого Не четко не собираюсь. Я, например, особенно таллинской жизни не понимаю. К примеру, но очень люди торопятся, очень поверхностные, все время времени не хватает.